В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. Делегация из Республики Абхазия, возглавляемая вице-президентом Виталием Габни, находилась с визитом в Донецкой Народной Республике, где приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 4-й годовщине со дня образования ДНР. В делегацию, возглавляемую Виталием Габни, а также вошли министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, заместитель главы МИД Олег Аршба, депутат Народного собрания Умар Джинджолия. Сегодня на пресс-конференции вице-президент Виталий Габни и заместитель министра иностранных дел Олег Аршба поделились впечатлениями от поездки. По словам Виталия Габни, несмотря на то, что ДНР все еще находится в состоянии войны, в Донецке не прекращают работать заводы и фабрики. Город выглядит опрятно и чисто. В случае бомбардировок город в считанные дни приводится в порядок соответствующими службами. Город выглядел, во-первых, очень опрятно, где мы в первую очередь были этому удивлены. Страна находится в состоянии войны, улицы убраны, травка подстрижена, дома все выкрашены. Если вдруг изредка какой-то снаряд попадает по городу, то ЖКХ отрабатывает там в течение одних суток, где это место асфальтируется. Если снаряд попал по дому и посекло стены, то шпаклюется, красится, и это все делается в течение суток. Вице-президент подчеркнул, что у ДНР большой потенциал. Республика обладает собственными ресурсами, налажено производство и торговля. Виталий Габни отметил, что Донецк заинтересован в экономических связях с Абхазией, в том числе в портовых перевозках. Порядка вместе с Луганском 4 миллионов человек, которые хотят и готовы отдыхать в Абхазии. И если мы со своей стороны поставим правильную логистику, транспортную, туристическую, их интересуют наши портовые возможности, поскольку главный порт, через который уходит продукция Донбасса, это Новороссийский порт, он перегружен. Виталий Габни сообщил, что пригласил руководство Донецкой Народной Республики в Республику Абхазия на празднование десятилетия со дня международного признания независимости Абхазии и 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Донецкой Народной Республике погиб командир интернационального батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай». Он получил тяжелые осколочные ранения в голову. Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в 2014 году. Он был отмечен высшими наградами ДНР. В 2008 году Мамиев участвовал в войне в Южной Осетии. Он был настоящим воином и погиб как герой, говорят его друзья. Предлагаем вашему вниманию отрывок из интервью Олега Мамиева, где он говорит о том, что побудило его защищать Донбасс. Я родился в Северной Осетии, в Российской Федерации. Все это время, по 2014 год, я жил в городе Владикавказ. В 2014 году, в начале мая, я прибыл в Донецкую Народную Республику. И практически с первых дней я видел, принимал участие и наблюдал, как становление нового молодого государства. Меня на войну никто не звал. И любого добровольца, который находился и находится здесь, никто нас не звал. Каждый приехал сюда, кто со своей идеей, кто со своими умыслами. Если мы уже приехали с какой-то идеей, давайте доведем ее до конца. Победа все равно будет за нами, а после победы и мир будет. Братья мне обещали поддержку, вот она и едет. Сегодня на День Победы в Абхазии будут нас показывать, что братья осетины приехали поддержать Абхаза. Вот, скажи несколько слов, об этом. Мы всегда будем рядом со своими братьями стоять, что бы это ни стоило. Мы всегда вместе. Мы братский народ и будем до конца вместе. А это мой младший брат. Мы всегда рядом с ним.
Министерстве обороны Абхазии состоялась встреча министра обороны Республики Абхазия Мираба Кишмария и министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева. В рамках визита в Абхазию Виталий Игнатьев посетил оборонное ведомство страны и по поручению президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского вручил государственные награды ПМР, юбилейные медали «25 лет отражения вооруженной агрессии против Приднестровья» отличившимся военнослужащим Минобороны Республики Абхазия. У нас общая история, мы прошли горнило испытаний, горнило войны, всегда помогали друг другу, это очень важно. Я очень рад тому, что меня уполномочил президент осуществить награждение наиболее отличившихся офицеров Министерства обороны Республики Абхазия. Это партнерское наше ведомство, я знаю, что у вас есть хорошие связи с нашими коллегами. Я надеюсь, что мы приложим усилия для того, чтобы эти связи продолжались на высоком уровне и расширялись повсеместно. Я думаю, что это еще один шаг и вклад в укрепление наших двусторонних партнерских, братских взаимоотношений. Мы горды, что дружим. Лично я и Министерство обороны, личный состав всегда горды и рады встречать вас в нашем ведомстве. Это не первая встреча у нас. Конечно, хотелось бы почаще, но я думаю, что это время наступит, и будем рады всегда вас встречать. Спасибо. В Москве по случаю Дня дипломатического работника и 25-летия образования МИД Республики Абхазия был организован прием посольством Абхазии в России и дирекцией ресторана «Страна души». На торжестве присутствовали представители МИД России, общественные и политические деятели, главы дипломатических миссий, члены московской абхазской диаспоры. На приеме посол Абхазии в России Игорь Ахба рассказал о достижениях абхазской дипломатии, отметив основные исторические вехи. Указ первого президента Абхазии Владислава Ардзенба в сложное военное время об учреждении МИД, установление в 2008 году дипотношений с Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Южной Осетией и последующее развитие дружественных связей. С поздравлениями выступил первый посол России в Абхазии Семен Григорьев. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба подписал указ о награждении орденом Ахидзе Апша второй степени Юрия Квиквискири за многолетний и плодотворный труд, активную общественно-политическую деятельность. Коммунальные службы столицы проводят расчистку ливневого канала по улице Габечия в Сухуме. Капитальные работы по всей длине канала проводятся впервые за последние 40 лет. Ирена Джопуа продолжит тему. Подтопленные дороги, дворы и дома – привычная картина для жителей улицы Габечия в периоды проливных дождей. Ситуация изменится после расчистки ливневого канала длиной более километра, отмечают коммунальщики. В центральный ливневый канал стекаются все стоки улицы Габечия и части соседней улицы Татарской. Сам канал идет от начала улицы Габечия и впадает в Маякское озеро. Несмотря на то, что периодически проводились работы по расчистке отдельных участков канала, они не приводили к желаемому результату. В некоторых местах канал был настолько засорен, что попросту сравнялся с землей. И только полная его расчистка позволит ливневой воде беспрепятственно стекать по каналу в Маякское озеро. Протяженность данного канала более километра, а ширина его до 5-6 метров и углубление до 2 метров. В данное время канал расчищается, уже ведутся работы 4-й день. Мы планируем недельный срок приблизительно, если позволит погодные условия, завершить данные работы по раскопке главного центрального канала, а уже потом будут продолжаться работы по мелким уже каналам, которые уже будут впадать в этот большой канал. Сами жители улицы Габечия рады долгожданным работам и благодарят местные власти. Они уверены, что расчистка канала изменит ситуацию на улице к лучшему. Лет 40 есть минимум, вот этот канал когда делали. Очень рады, что вот такой канал сейчас делают для нас, а то вода нас утапливает, все время мы мучаемся. Большое спасибо. Долго ждали. Приходилось стоять у подоконника, кофе пить, смотреть в окно и смотреть, как гамбузия плавает у тебя по двору. Слава Богу, надеемся, такого больше не будет. Спасибо администрации. Змеи ползают, дети у нас, внуки бегают. Ну, сейчас, слава Богу. Спасибо. Работы по расчистке ливневого канала проводят коммунальные службы столичной администрации, спецавтохозяйства и ДРСУ за счет средств из городского бюджета. Ирена Джопуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
На заседании Сухумского городского собрания принято решение не поднимать цену с 15 рублей до 20 за проезд на маршрутных такси в черте города. Депутаты обсуждали этот вопрос совместно с начальником Госуправления по транспорту Рабистаном Габлия, руководителем Сухумского транспортного предприятия Леонидом Шулумба и некоторыми владельцами маршрутных такси, которым были предложены несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Обсуждение вопроса было достаточно эмоциональным. Водители аргументировали необходимость повышения цен тем, что тариф за проезд не поднимался уже 5 лет. Между тем, за те 3 дня, что в столице не ездили маршрутные такси, транспортного коллапса не наблюдалось. Со среды 16 мая водители сухумских маршрутных такси не выходят в рейсы. В результате долгих переговоров в тот день министру экономики, руководству транспортного управления Абхазии и депутатам городского собрания удалось убедить некоторых владельцев транспортных средств прекратить акцию до принятия решения по вопросу поднятия тарифов на проезд данного вида транспорта. Несмотря на достигнутую договоренность, 3-й день маршрутные такси не ходят. Но при этом транспортного коллапса в городе не наблюдается. Вы на маршрутках ездите или на автобусе? А нам троллейбус хватит. Троллейбус вовремя. Не надо, Пусть дадут, чтобы прошел, когда люди ездят. Когда освобождается, только отпускают троллейбус. А пустой едет, пустой приедет. Все нормально, если сделали бы, все было бы прекрасно. То есть особой нужды в маршрутках нет, вы считаете? Вам Нету, достаточно? потому что у нас пенсии большие же, 500 рублей имеем. Нам очень устраивает троллейбус, если вовремя дают им маршрут. Кому-то 20 рублей может быть легко, но кому-то 2-3 вот по утрам едут. Это очень тяжело, конечно. Доходы в Абхазии не очень большие, поэтому можно поднять на 5 рублей. Как скажется на пенсионерах, которые 500 рублей получают, как скажется на работниках, которые, есть больница, там все бюджетники, как? Еще 24 апреля депутаты Сухумского городского собрания создали комиссию, которая должна была изучить вопрос. Члены комиссии встречались с владельцами автотранспортных средств, которые мотивируют свое решение поднять тарифы на проезд с 15 до 20 рублей подорожанием топлива, запчастей, продуктов питания, а также плохим состоянием дорог. Один из членов комиссии, депутат Семен Бжания, поддержал водителей, но в то же время предложил увеличить количество других видов городского транспорта – автобусов и троллейбусов. Водители маршруток сегодня на самом деле не могут заниматься этим делом как гуманитарной помощью. Сегодня надо просто предоставить людям право выбора. Если кто-то считает, что цена дорогая, есть альтернатива, есть автобусы, есть троллейбусы. Если мы сегодня откажем, это надо подумать, какие будут последствия. Там около 200 машин сегодня. Эти 200 машин это 200 человек, мужчин, которые за собой имеют семьи. Не все депутаты согласились со своим коллегой. По их мнению, учитывая социальную составляющую вопроса, тарифы повышать нельзя. При этом владельцам автотранспортных средств были предложены несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Есть у нас категория граждан, это студенты, пенсионеры, инвалиды. Если для них цена останется прежней, то я готов поддержать поднятие цены, а для данной категории граждан оставить цену 15 рублей. Мы говорили о том, что будет поставляться топливо по заниженной цене. Я думаю, это тоже можно оставить в силе, это тоже будет выгодное какое-то предложение. Сегодня мнение Министерства экономики и Управления транспорта. 5 рублей повышение необходимо, это наше мнение, вам принимать решение, до 20 рублей. С оговоркой, что год мы не возвращались к этому вопросу. Еще, чтобы было указано, когда человек платит, как выразился один из депутатов, такси – это сервис. То есть повышенная плата, где пассажир должен получать повышенный комфорт. Если оно не будет соответствовать, допустим, та же маршрутка, образно говорю, 15 сидячих мест, а забита как селедка, вы должны его снять с рейса, если оно не соответствует правилам перевозок.
Далее обсуждение проходило без участия журналистов. Похоже, что депутатам городского собрания и руководству Сухумского АТП так и не удалось прийти к единому решению, так как в итоге депутаты проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутных такси. В голосовании участвовали 19 депутатов, 12 против повышения тарифов, 5 проголосовали за, 2 воздержались. Между тем, некоторые водители все же самовольно подняли цены за проезд до 20 рублей. Другие же пока не собираются выходить в рейсы. Таким образом, вопрос изменения тарифов на проезд в маршрутках остается открытым. Между тем, и в Министерстве экономики обсуждали острые проблемы автотранспортной сферы. В соответствии с новой структурой Кабинета министров, утвержденной президентом, Министерству экономики передано 9 госуправлений, в том числе и транспорта. Министр экономики Адгур Ардзинба провел первое рабочее совещание с руководством Государственного управления транспорта, начальниками региональных унитарных предприятий и частных компаний, занимающихся перевозками пассажиров, а также водителями маршрутных такси. Обсуждались вопросы подготовки к туристическому сезону в первую очередь, потому что, как вы знаете, у нас совсем скоро уже начнется ожидаемый наплыв туристов, по крайней мере, мы на это рассчитываем. Также мы обсуждали вообще ситуацию в целом, которая существует в работе Государственного управления по транспорту. Были поставлены вопросы со стороны работников транспортной сферы, вопросы лицензирования транспортной деятельности. Они попросили комментарии, консультации, связанные с переходом системы лицензирования на бессрочную основу. И вот те преобразования, те изменения, которые произошли, была с их стороны озвучена необходимость там дополнительного комментария, что и, соответственно, Министерство экономики будет делать в ближайшее время. Абхазия впервые участвует в Астанинском экономическом форуме, который проходит в эти дни в столице Казахстана. В нем традиционно участвуют сотни крупнейших политиков, бизнесменов и ученых. Нашу страну на форуме представляет делегация во главе с заместителем директора инвестиционного агентства при Минэкономике Республики Симоном Агарба. По его словам, цель поездки абхазской делегации имеет ознакомительный характер. Абхазская делегация не пропускает ни одного круглого стола и обсуждения, а также планирует провести ряд закрытых встреч с участниками дискуссий и обсудить темы евразийского сотрудничества, современные технологии и экономические тренды. С чего начать выбор профессии? Как определить, кем именно ты хочешь стать в будущем? Об этом говорили в стенах Абхазского государственного университета гости из Москвы. Выпускники психологического факультета МГУ провели семинар на тему развития профессиональной ориентации в Абхазии. О результатах первого разговора расскажет Нисфа Аршба. Вместо длинного доклада диалог со студентами и преподавателями. Отвечали на вопросы по большей части лектора. А вот предложение вернуться на машине времени и изменить профессию почти весь зал отверг. Таким интересным и очень увлекательным способом два психолога, Валерия Варда и Анастасия Громова, налаживали контакт, предлагая обсудить важную тему профориентации в Абхазии. Проект для нашей страны девушки разработали самостоятельно, конечно же, опираясь на опыт коллег. Многие страны уже давно переориентировались, и вопрос профориентации у них поставлен на серьезный уровень. У нас же системы научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии, с учетом особенностей личности и потребностей в кадрах, пока нет. Валерия Вардая очень хотела помочь молодежи родной страны в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Это первый пробный шаг. Наша основная цель – сделать так, чтобы население, молодое поколение, подрастающее поколение выбирало профессию ответственно и в итоге смогла реализовать себя и получать удовольствие от той деятельности, которой будут заниматься. Я, как абхазка, хотела бы для своей республики тоже, чтобы наша республика двигалась вперед и дети получали качественное образование, с этим проблем никаких, но самое главное, чтобы они это потом применяли. Выбор профессии – тема сложная. Кто-то все детство посещает всевозможные кружки, занимается спортом, изучает языки. Однако при выборе профессии почему-то все эти навыки и любимые занятия забываются, и делается ставка на престиж. В итоге мы имеем сотни экономистов и юристов, которые не смогли трудоустроиться, и их знания так и остались невостребованными.
Помимо профориентации, это большая модель, которая, надеюсь, изменит ход обучения. Буду надеяться на то, что мы предлагаем, изменит отношение к обучению, и будущее поколение, и подрастающее ныне поколение будут получать удовольствие. Мы с коллегой, в общем-то, и как скажем на своем докладе, отталкиваемся от того, что считаем, что личность, которая должна быть гармоничной, да, должна получать удовольствие от того, что она делает. И вот мы будем стараться делать так и предлагать, соответственно, такие пути решения, чтобы мы получали от этого удовольствие. Мне кажется, что это самое важное для молодежи, особенно для той молодежи, которая двигает республику вперед. В нашей стране все еще нет закона об образовании, пока есть только концепция его развития. Из-за множества объективных и субъективных причин применить профориентацию при подготовке кадров не получилось. В итоге целевые заказы государства формировались совсем не по мере необходимости. После войны мы в этом плане не дорабатываем, когда фактически решают вопросы профориентации только родители, соседи, друзья, одноклассники. Так нельзя. У человека блестящие способности к естественным наукам, он идет на юридические, экономические, международные отношения. Вот так мы и теряем очень многих, которые могли бы сегодня быть и математиками, и физиками, биологами, химиками и так далее, и так далее. Я считаю, что это очень сегодня важное мероприятие, потому что в России уже наработки в этом плане есть. Вот они самые новейшие расскажут нам. Какие бы навыки ни были, все теряется при неправильном выборе профессии. Так с чего начать и как не ошибиться? Как сделать так, чтобы работа приносила удовольствие, вы реализовались как личность, проявляя свой потенциал? Выбрать профессию, которая станет любимым делом нашей молодежи, поможет профессиональная ориентация, которая направлена на точное выявление способностей и склонностей к различным видам деятельности, пригодности и других личностных факторов, которые могут повлиять на выбор деятельности или на смену ее рода. И что самое главное, профориентацию можно пройти в любом возрасте, по мнению многих специалистов, начиная с дошкольного возраста. Нисфарш Балион Адлиба, Абхазское телевидение. Шенкубовские чтения в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир приурочены к 100-летнему юбилею народного писателя Абхазии. Чтения в Национальной библиотеке раньше проводились регулярно, но были приостановлены в период капитального ремонта здания. Сейчас традиция нацбиблиотеки возобновилась. На мероприятии присутствовали писатели, учащиеся школ, педагоги, любители творчества писателя и родственники Баграта Шенкуба. Присутствующим были показаны архивные кадры, где Баграт Шенкуба читает стихи своим друзьям. Выдающийся абхазский поэт, прозаик, публицист Баграт Васильевич Шенкуба сыграл колоссальную реформаторскую роль в развитии отечественной литературы, в углублении национальной художественно-философской мысли, отметил директор Национальной библиотеки Борис Чулария. 12 мая завершился год Баграта Васильевича Шенкуба, к 100-летию его. А помимо того, что библиотека участвовала в прочтении книги «Последние из ушедших» и другие, мы выездные мероприятия проводили по республике. Баграт был широко нами представлен, очень много было сделано, а вот само чтение, понимаете, само чтение шенкубовское, мимо него нельзя пройти, потому что здесь просто любой человек связан с его текстом, с его созданием. И вот сегодня они будут себя демонстрировать, читать его стихи, строки из его прозы. В рамках празднования юбилейных дат 25-летия со Дня Победы и 10-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия глава администрации города Сухум Адгур Харазия распорядился каждую пятницу проводить уборку города вплоть до 30 сентября. В эту пятницу к акции присоединились сотрудники контрольной палаты Абхазии и управления образования столицы. Они вышли на уборку прилегающей к их зданию территории, в том числе и близлежащего парка. Сотрудники двух ведомств сообща расчистили участок улицы, покрасили деревья, покосили траву, высадили на клумбы цветы. Кроме того, после уборки они планируют залить ямы на улице бетоном, купленным на собственные средства. Мы сообща
2 коллектива вышли. Чему, наверное, рады не только мы будем, потому что здесь вы видите, наше здание расположено между 2 школами. Соответственно, ученики этому будут рады, родители этих учеников будут рады. Я очень доволен непосредственно своими сотрудниками. Никто не ленится держать кирку, лопату, щетку, топор, пилу. Пусть следует, наверное, этому примеру каждая организация, каждый коллектив, жители домов многоквартирных и частных. Российские туроператоры определили рейтинг самых дешевых курортов этого лета. Абхазия, Азербайджан и Вьетнам возглавили список стран для бюджетного летнего отдыха россиян за рубежом, сообщает Skyscanner. Эксперты проанализировали средние цены на авиабилеты, проживание, а также расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых выгодных направлений для пляжного отдыха. Расчеты сделаны для путешествия из России на 2 недели для 2 взрослых. Среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались курорты Абхазии со средней стоимостью $1396 за путешествие на 2, включая авиаперелет, проживание, питание, развлечения и транспорт. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье ночью и утром ожидается дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 22-27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.